лишним будет помощь. Не лишним будет помощь Салтана Сергеевича Затеева, который... Я дал наставление. Да. Вот выходит Расулов. Абдурахман Расулов, Дагестан, в синем трико, и наш Юлиан Григорьев. Да, нам надо финал. Да, согласен. Юлиан Григорьев, Абдурахман Расулов, свисток. Сейчас уже арбитры готовы. Ну, смотрят, да? Все. Юлиан, конечно, подустал в концовке. Да, такие встречи он вытащил. У Расулова более легкие схватки были. Неожиданно очень уверенно он со своим братом-дагестанцем расправился с Имраном Хункеровым в четвертьфинале. И вот полуфинал у нас. Как все здесь пройдет, конечно, загадывать не возьмемся. Проход в ноги. Юлиан. Хорошо. Надо атаку развивать. Доводить до логического завершения. Ну, уходит Расулов. Нет, он взял Юлиан 2 балла. Но, как мне сказали, он из Тунтар, да, и Николай Романович Данилов тоже на углу. Очень много болельщиков приехали. Я вот вчера накануне рассказывал вам, да? Да, мы за видели. 1000 километров. Показывали. Чуть ли там не 60 человек приехали поболеть за своих ребят, за своих земляков, за всю команду, конечно. И не покидают вообще трибуны, очень терпеливые и преданные болельщики. Бросок в ноги. Представляете, это 5-я встреча у них. Вот это да. Все такие встречи тяжелые. И сколько без гоняй, да? 5-я встреча. Ну, тут, по-моему, в этой завязке зачем ввязываться было. Ну, пока, по крайней мере, Свисток он должен дать, свисток. Да, сейчас поднимает. Это грамотный судья Феликс Беан с Краснодара. Между категории. У нас в полуфинале лучшие судьи судят. Наши друзья. Ну, Григорьеву только в атаке надо. Да, согласен. Хватило бы сил только, да. Возможности у него есть. И о чем мы говорили, у него борьба-то достаточно зрелая. Он не хочу сказать, я не буду говорить, лучше посмотрим молча за этой схваткой, потому что вся республика, я уверен, тоже сейчас следит за этой схваткой. И все болеют, конечно. 23 секунды до окончания первого периода только. 15 секунд. Проход в ноги Расулов. Стоять, надо стоять. 7 секунд осталось. Да, 7 секунд пока еще нет оцененных баллов. Да. Стоять, время. Не успел. Да. Стоял. Ах ты, но еще 3 минуты бороться. Ему надо в завязке бороться, потому что на расстоянии это лучше себя чувствует. Григорию надо на расстоянии. То есть завязки, да? Завязки, да. Клинчи, да? Даже проход с завязки. Первая атака отлично получилась. Дважды удалось пройти на самом деле в ноги, да? И в принципе это то, что работает, нужно развивать. Защищается хорошо вот здесь в этом положении. Григорьев защитный вариант, где нет
это нехорошо. Да, и проход в ноги Расулова. 2 балла. Расулов за завязки не борется, он на расстоянии себя хорошо чувствует. По своим действиям Григорий проигрывает. Юлиану надо сейчас работать самому. Навязывать свою борьбу надо здесь. Конечно, это полуфинал. Здесь очень, конечно, опасно было все, но сумел защититься. В опасном положении. 2 минуты еще бороться, времени достаточно. Да, напряженная очень встреча. Да, Салтан Сергеевич, вы прям дергаетесь, я тоже вижу. Волнуетесь. Неподготовленная атака, но здесь проход в ноги, но из которого очень сложно будет взять баллы. Пытается за ковер вытолкнуть соперника. Да, выталкивает за ковер. Ничего не дали. Ну бывает, что да, на самом деле. Да. Тут правила такие, что сделаешь? Минута остается с лишним. Ну а тем временем Владимир Баяновский у нас тоже вышел на центральный ковер. Его соперник тоже грозный Газимагомед Гаджиев из Дагестана тоже. 50 секунд, Юлиан. Одну атаку, всего одну атаку надо хорошую. Подготовиться надо, подготовить хорошую атаку, провести. Проход в ноги желательно. Ну, под уста, да, видно, что не очень свежий. Да, проход в ноги. Здесь это уже бал. бал. Это бал. Это точно бал. Это бал. Это бал. Почему не дают? 30 секунд остается до окончания встречи. Но здесь рабочий был балл. Да, это бал. Это не просто вытолкнул. Надо челлендж 102-2, да, 103-2, и разницы нету. А почему не бросать челлендж? 10 секунд же дают. Конечно, такие моменты надо бросать. Но силы еще есть, если дважды удалось вытолкнуть за ковер. Давай, Юлиан. Завязка хорошая, 10 секунд остается. Нет, ну почему не уверен же? 9 секунд остается. Давай. Последние секунды. 5 секунд. Давай. Вот, вышел за ковер. Нет, еще не вышел. Я вам скажу, это ошибка тренера. Что 2-2 он проигрывает по последним действиям. Что 3-2, разницы нет. Да. Надо было челлендж использовать. Тем более, что 10 уже секунд поздно. Уже поздно это челлендж. Дается 10 секунд только. Челлендж, когда выбрасывают. Ну что же такое-то? Когда надо? По идее, они не имеют права рассматривать. Больше 10 секунд прошло. Посмотрим, что они сейчас, какое решение они примут. Нет, это последнее действие здесь не было оценено. Нет, перед этим, которое действие было, за ковром. Да, но атака была. Да, и там он же не просто вот так вот, да, вот вытолкнул, а там уже ушел, пытался уйти от этого выхода Расулов, и его все-таки, да, за ковер ушел. Это ошибка тренеров. Нельзя так. Надо. Такие моменты надо чувствовать. Да, мы смотрим, давайте, за схваткой Владимира Баяновского. Там тоже полуфинал, вот, за выход в финал. Вот он, рука сверху. Конечно, это чистый балл на самом деле. Это
чистый балл. А почему челлендж тогда? Да. Да, тем временем Баяновский 1 балл забрал и ведет 1-0 по активности, я так понимаю. В центре ковра все началось. Да. О, И вот. смотрите, это чистый Да. балл. Это Да, 100% балл. Ну, давайте мы на центральный ковер перейдем, уделим внимание. Здесь уже судьи решат, здесь борьбы не будет. Баяновский, Республика Саха-Якутия. Борьба в 1/2 финала весовой категории до 70 килограммов. Ковер Б. Да, друг другу пожали руки, это правильно, спортсмены, конечно. Спортивное поведение, честная борьба и, ну, Ну, ситуацию завтра на совещании будем обсуждать. да, конечно. Ну, Ну, у нас центральный ковер. Владимир Баяновский с Гаджиевым. Пока ведет Владимир. Смотрите, центральный ковер. Я туда смотрел, подумал, да, подняли руку. Ну а что делать? Надо было челлендж писать и все. Сейчас уже что кричать. Ну, Юлиану Григорьеву в любом случае аплодисмент, молодец. И завтра он за бронзу будет бороться, будем за него болеть. И хорошо он себя сегодня проявил, без сомнений.